Всем привет! Сегодня 18 октября, и мы с Вовой решили съездить в лес, посмотреть, есть ли грибы. Это будет чудо, если найдем. Раньше картошку сажали, а сейчас сенокосные поля. Ух, какая серость! Ух, какая серость! +2 нам показывает. +2. Прячешься? Прячешься? Нет, поганки-то есть. Вот какие поганочки. Не, ну что-то мы должны найти, хотя бы один. Ну не может. Ну, я сильно. Сильно? Вот смотри, вот гриб. Они вон, Оксана, они эти, как желе. Так, подожди, а где мы тогда с тобой нашли? По-моему, где-то вот в этом райончике, да-да-да? Мне кажется, везде. Мы их везде находили. Октябрь. Ты подчеркиваешь не то, что октябрь, а именно 18 октября. Да, 18 октября. Брус... Брустичка вкусная. Очень вкусно. Что вкусно? Брусника. Еще брусника надо было. Да, я уже много. На веточках. Че? Я не знаю, куда идти. Куда идти? О! Это что? Я Да? думала белый. Ой, как хрустит. А, не как вата. Да, прям хрустит. А, какой красивый. Может быть, даже какой-нибудь соленый. Просто мы такой не собираем. Ну что, сегодня 18 октября. Мы в лесу за грибами. И я нашла белый гриб. Не обманываю. Трун-трынь. Белый грибочек. Так что начало у нас хорошее. А сейчас мы идем за черничником для Русеньки. Кстати, свой букетик я нашла. Вова говорит, ну иди сходи, говорит, посмотри, может, говорит, там зеленые, говорит, листики еще есть. Потому что там уже красные. Вот сейчас смотрю. Сейчас покажу. Вот, у черничника ягодки вот они висят. Сейчас мы их тоже покушаем. А листики вот такие уже бордовые. Ягодки висят. Из зеленых листиков уже на черничнике нет. Все. Розовые, багровые. А зеленые это у брусничника. Они не меняют цвет. А это вот такие. Вот такой цвет красивый у листиков черники. Вот. Ну давай. Во. Ну куда ты посмотри, а? Не хочет фокусироваться. Ему мох. Мох тоже красивый. Во, какой мох. Такой тут. Черничник уже таких на влажных местах растет. Поэтому вот такая уже тут земля. И все в листиках. О, да. Опа. Ага, я даже не знаю. А нет, вот поры снизу. Красавец. А там спорхнуло. Не медведь? Не, очень мощный. Где? Мы пошли туда. А далеко? А вот здесь рядом. А прямо право, правее? Большая, такой размах большой, мне кажется, глухая. Ну ты мне скажи, куда идти? Прямо направо?
Налево куда? Мне теперь грибы не интересуют, мне теперь интересна птица. Ой, ну как я еще рисую? Ну что это за прелесть такая? Надо это, свисток взять. А вон там черная, нет? Пни, пни. Вон там черная. Я тебе просто посмотрю на движение. Но если она взлетела, значит она где-то на дереве должна быть. То есть почему она взлетела? Вот почему? Это не медведь хоть на дерево забрался? Точно птица. Ты понимаешь, что чувствует охотник? Нет, потому что я не видела, поэтому я ничего не понимаю. Блин, шуршащий. Может, ты пакетик понесешь, а то у меня прямо в телефон шуршит. Так, мне куда? На ветки смотреть? Вот это в этой части. Сейчас мы... Бухарь обычно тусуется внизу. Надо было свистульку взять, знаешь, так. Что, еще на меня это прилетят? Ой, прилетят. А ты знаешь, что они еще нападать могут? В глухари эти. Ну ты точно хоть кого-то видел? Никого не вижу. Я не видела, поэтому мне не страшно. Вова, тебе, может, померещилось? Никого и ничего. Да? Она ближе была? О! Я думала, или беленький. Ну-ка. Ага. Поганенький, а не беленький. Брусничку я ем. Вкусняшка. Вова все усматривает. Иванчиков много встречаем. И вот они, вот. Это уже не первая кучка, но они такие уже все не очень красивые. Иду. Воздушкой. Вот это уточки. Видно их? Вот они, на воде. Или чайки это? Что-то ощущение, что это чайки, не утки. Утки, конечно. Утки, да? Только они... А что они не шевелятся? Они А это не приманка? Да, это пластмасса. А, это пластмассовые. А это охотничий домик. Потому что они вообще не шевелятся. Я говорю, Уже точно? Я говорю, Вова, остановись, Или говорю, нет, подожди. утки. Ну да, они вообще не Да, это шевелятся. пластмасса. Господи, вы представляете, да, что творят охотники? Озеро, ну, как бы карьер, она образовалась в озеро. А вот отдыхающие приехали, вот на качелях качаются. Не, твой клип видели? Ага. Твои подписчики. Ну, я многим пишу, ну, все просят, где это место, я им всем отвечаю. Не прикол, да? Вот это А да! чё так много-то накидали? Да, очень много муляжа. А точно думаешь, это не настоящий? Нет, они не шевелятся.
А Ну, ты приблизь. А похлопай. Это что такое за мелкие такие? Я приблизила, это максимально. Вчера у нас сутки около, мы с тобой ехали, они тоже как вкопанные вот так сидели. Ну похлопай в ладоши. Да, какие мои ладоши, ты что, не услышишь? Что ли? Муляж. Мы решили спуститься к реке Ижма. Выбираем твердое основание, чтобы не по песку идти. Да, какая-то река странная. Не похоже, допустим, как у нас там, да? Ага. Мангал, стол, стулья. Ну, стол такой относительно. Ой. Странно, короче. Ну да, какая-то странная. Как будто это не Ижма, а какое-то болото, да. Но тут так хорошо натоптано, возможно, тут хорошо ловится какая-нибудь... О! Вот это грязюка. Нет, вот дальше не пойдем. Не пойдем. Вот она, просто вода стоит. Просто стоит. Да, и там резко. Дальше идет трава, и там резко и начинается движение. Очень удивлены, конечно. Это Ижмой. Река вообще не такая, вот там вот, где под мостом, да? Не такая. Линия электропередач. Тут, конечно, песчаные такие спуски, но мы идем так вот. Вдоль деревьев. Вот так это выглядит сверху. Вообще, там река у нас намного лучше. Да. Здесь какая-то. И вот такая заболоченность. И дальше вот видно, что у реки начинается течение. Вот, порог. Сжечь дом погубит всех нас. И с неописанным выражением твердости. Цена бензина за литр. 60 с чем-то. Уже 60. Чё? Ждал, ну 60. Я 59 все еще Ты помню. какие? Сейчас 62,97 или 63 даже 97. Ничего себе. Вон ценники, видите? 62,87. 62, 87, 95. Ничего себе. А Бардат поехал? Шкода. Вместе с ним пошли бабушки в комнате и Как резко вниз идет. Глубина. Но она же была по спирали. Да нет, я понимаю, да. Если прикол, да, так идешь, резко вниз. Бабам. Дворец культуры. Здесь такая памятная доска Борису Евдокимовичу Щербине, государственному деятелю, депутату Верховного Совета СССР по Ухтинскому избирательному округу 1974-1989 год, строителю, газовику, герою социалистического труда, от благодарных ухтинцев за большой вклад в развитие города. Ну как сам скажи мне, инвалидный тот самолет, как ты думаешь, он тут? Что у нас тут будет в Ухте? Инна Вальтер 23 октября. Главная роль комедия 17 октября, вчера. Любовь и голуби 30 октября. Какая тут симпатичная фотозона.
Все, кассы нет. А правда, где касса? А вон касса. То есть, нет, вот касса. Вот она есть. Закрыли просто Да. декорациями. Любое место, которое где Бога не было, он видит кофейный автомат, он, Хотя дома пью кофе один раз в день. он Утром. скупает кофе. Все Мне время сам процесс нравится. процесс нравится. Деньги некуда девать. Может, домой нам купить кофе-аппарат, машину? Давай. Кстати, вместо диванчика поставим в углу. Давай. О, такой огромный. Да? Ой. И объявление сделаем на подъезде. А кто будет выносить? То есть мы участвуем во Дворце культуры. Вот кофемашина. Вот там еще. Да, Вова видел, ему сразу опять кофе надо. Вот в детском парке гуляем, кофемашина, ему опять надо кофе. Так, сейчас договоришься, здесь просто чипс возьму. А что хоть за цены? Сникерс 95. 90 рублей Лейс. Водичка 65 рублей. Кола. Сколько? 90 рублей. Это номер, я думала, 600 рублей. 120 фрутес. Фрустелы, как там? А что, палочка? Розовая. А что у тебя розовая? А я вот взял. Что ты взял? Так. Клубника зерновой. Господи, ну как? Ну, вкусно. Вкуснее, чем в детском парке. Да? Ну, наверное, и дороже, да? Или цена такая же? Да, 78 рублей. А в парке? 65. А Николаев 6. Сегодня вот Алексей Глызин выступает. Мы зашли в ДК, говорим, а есть билеты на сегодня? Он говорит, нет, все раскупили. Я говорю, а сколько стоит цена билетов? От 2300 до 3800, ну, говорит, до 4000. Концерт идет 2 часа. Я такая, вообще ни одного места нет. Нет, говорит, все раскупили. И мы такие с Вовой такие загорелись. Я говорю, Вов, мы с тобой, говорю, не ходим, никакие концерты, никуда. Говорю, давай что-нибудь Ну, пошли на север. купим. 22-го. 6:30. И вот сейчас с Вовой смотрим, я говорю, вообще без разницы. Мызил, Николаев приедет к нам 6 ноября, вообще куда-нибудь. Посидим, посмотрим. Как бы мы не фанаты их, но куда-то начать надо ходить. Культурно. Ой, провести время. Вот у нас Игорь Николаев 6 ноября. Концерт в одном отделении «Север» сквозь время. Дата не вижу. А Все, это у них у 22-го. 22 октября. Шапочка в 12, а север в 6:30. Да, шапочка. Но это мюзикл для детей в одном действии. Вот я мюзиклы не люблю. Вот что это. Да, Что ты работаешь в твое здание и не могла увидеть, что здесь... как 18 октября. Но я его точно не фанат. Но просто для того, чтобы посидеть, я бы пошла. Я говорю, Вов, давай. Ну, пойдем сейчас. Я Вову говорю, вот наше здание. Пойдем, говорю, выставку почитаем. Пойдем. Интересно, там очень написано. Так что все. И Глызин нам сегодня не светит. Сейчас покажу наш ДК. Вот такой симпатичный. Вот такой. Что необычного вы видите в этом мосте? Это через реку Печора. Сам город. Что видите? Проезжая по Печорскому мосту, можно заметить, что все пролетные конструкции разные. А почему? Потому что остальные конструкции для постройки моста свозили отовсюду. Демонтировали пролетное строение канала Волга-Москва, железнодорожную фирму через реку Шексна, сняли провода для прокладки линий связи с участков железных дорог Хабаровск-Барановский и Хабаровск-Свободный. И вот сделали мост. До чего дошел прогресс?
Вот купили вот такой бичик. И тут вот такая вилочка складная. Так вот берешь ее, так вот, оп, поел. Вот. Чем занимается Вова? А вот, значит, тут 1 000 000 рублей. А что там вообще максимальный выигрыш-то какой есть? Или так фигня всякие скидки? Непонятно, да? Карнавал бонусов. А, чисто бонусы одни. Вот накопились у нас вот эти бумаженцы. Смотрим, что здесь. Автомобиль! Как это, как в поле чудес. Нереальное количество. Сделай пока только 2. Кто-то любит по магнитам ходить. Прочитает. А почему по магнитам? Потому что мы-то здесь в пятерочку ходим. А, нет, там же кучу дали. Вот сейчас в этом семейном магните. Да? Ну, читай. Ну, опять скидка 200 рублей от покупки не дотер. Две 600 уже. А там было 2700. 3000. Какие-то у них разные. А вторая скидка. Да это все пишут со своими Иви, с этими какими-то Иви. Это типа кинотеатр, что ли, что это? Ну, да. Если вдруг автомобиль Вова выиграет, мы выйдем на связь. Лада Гранда! Без кондиционера. Все равно выйдем на связь. Без гидроусилителя руля. Они пустые продаются вообще. Колеса и салон. И крыша, чтобы дождь не попал. И цена? 2 миллиона. Ладно, давай, подожди. Если ты сейчас покупаешь Ладу Гранду, значит ты миллионер. Нет, Фу, миллионеры сука, ну, считается, если доход у Да тебя понятно. от 100 тысяч. Да опять скидка. Давай мы даже не будем делать. Грязище. Так, а спереди? Это вот придурок придумал. Скидка от Ну, какой кто это суммы? придумал вообще? Это придумал организатор. Кто это? А, вот. А, видишь, побоялись свой адрес написать, потому что люди все, наверное, злые. У всех кухни засранные вот этой фигни. Я больше не буду тереть, наверное. Нет, А то будешь. сейчас будем в этой пыли здесь. Будешь? Нет, Будешь, фу. будешь. Вот этому придурку, который придумал вот это терки. Сейчас у китайцев 21 век, там просто отклеиваешь и все. А наши еще по советской системе еще работают. По советским лекалам. На 50 лет отстали от Китая, а может и на все 100. Что, думаешь, в Китае такое же есть? Нет, конечно, у них все лотерейки, вот, у них такой фигни нет, чтобы тереть копейкой. У них все уже на высшем уровне, а у нас все еще в валенках ходим, да. Медведи ходят у нас. В избах печки дровами топим. Китайцы он уже этих делают, роботов у них. Фиг отличишь от человека. А, мне понравилась стиральная машинка у них из 3 барабанов. И снизу еще для обуви 4. Ну что там? Хрень какая-то, 25% на гель масла. Какой-то. Блин, сейчас после этих лотереек просто генеральную уборку делать. Сделаем. А время деньги. Не, я один еще сделаю, и все, больше не будет. Тебя выкинем. Или если хочешь Таня еще потерет. Вот Скидок. из этой кучки это нам не подходит. Мы выбрали 3. Это у нас Ариэль гель за 349. Чай Ричард за 249. Киду. Да, туалетная бумага Зева за 200 рублей. Все, остальное все выкидываем. Все четко идет. Время 17:00. И правильно. 17 часов 7 минут. Время 17 часов 7 минут. Уже 8. Че ты обманываешь? Вот такие арочки красивые, разноцветные. Прикольно, да? Как будто не в Ухте. Да. У нас таких арочек еще нигде не было. Первый. Вот такая красота. Ух.
написано: яблоневая аллея создана для вашего хорошего настроения, прогулок и отдыха, бега по утрам, игр с детьми, чтения книг, катания на роликах, велосипедах и скейтбордах, и не предназначена для распития спиртных напитков, выгула собак, нарушения общественного порядка и образования мусора. Ведется видеонаблюдение. Тут написано: яблоневая аллея в обновленном виде открыта 10 сентября 2017 года для досуга и семейного отдыха жителей и гостей города по инициативе Лукойл УНП, а также активном участии следующих организаций: Комистройсервис, Реалстрой, Севергаз Автоматика, Вектор Инфраструктура, Лукойл Информ, Лукойл Энергосети. Так на коврике надо раздеваться, Сань. С днем рождения, Здрасте. тую! Спасибо. С днем А где это? рождения! 55-летнего. А, да, я ошибся. А, их надо кверху ставить. А типа... Нет, можно еще внизу ставить. Как захочешь другого делать. Наверное, лет там 35, может, у мужика, а у него, у нас получается 100 километров. Ну расскажи, да? что у нас там получается. А у него 60. И он за 8 суток, знаешь, сколько долбал? О, 2 миллиона. Это надо у тебя смотреть или у меня? У тебя? Вот тут надо смотреть? Да, мне кажется, это бред какую-то задачу, столько денег. Ну расскажи мне, что там у тебя получилось. Всё? Как Ты твой волосы город будешь называется? Москва, Петербург. Включай. Москва, Санкт-Петербург. Да. А, Где батарейки еще? — 21 октября. У нас выпал первый снег. Всем привет! Сегодня 21 октября, и у нас выпал первый снег. Не знаю, растает он или нет, но пока вот лежит. Все, снег весь растаял. Время обед 12. Ничегошеньки не осталось. Даже следа. Все растаяло. Все зелененько, как и было. Ну-ка, что это написано? Русь. С Вовой приехали в гости. Кстати, давай покажем. Это дворик нефтяников, дом 9. Такой домик. Это малосемейки. Раз и два. И 3. Вот это строители дом 19. Это строители дом 23. Лицей номер 2. Ухтинский технический лицей. Строители 25. А как решить-то? А, ты там что ли шел? Ё-моё, я думал, здесь ты сказал, от музыкантов по дворам. Вот мы вот уже... Здесь тут как, какие-то стоят панели. О, Господи, Вова, что это за главное крыльцо в доме? Смотри.
Неужели тут какой-то магазин был или что, непонятно. Давай, дядечка. Ну тут бездорожье, плохая дорога. О, видишь, как по парку идем. Да, по Измайловскому. По Измайловскому парку. Да. Так кто у нас такие тут хорошенькие? А я думал, вы Саша? Привет! О, смотри, сколько. Привет! Тебя как зовут? Тебя как зовут? Соня? Соня. А сколько тебе годиков? Соня и Софья, вы не знаете? Софа. Софи. Это 4? Она не Соня. Или 3? Софья, конечно же, говорит, какая София она. София. Да. София? Да. Или Софи? Нет, София. 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 Сокращенно Софи. Красиво. А, Постоянно спят. Сон у наших песцов. Серенький уже становится. Ой, это зачем-то будку передвинули. Раньше стояла здесь, а он на ней спал. Сейчас туда, и он бедненький вот теперь тут вот. Не знаю, зачем передвинули. Сейчас зайдем, посмотрим, что у нас в книжном домике. О, вот это литературы. Литература 7 класс. Уже складывать некуда. А где мы с тобой смотрели? В Сыктывкаре открываем, а там пустотень, да? Да. А у нас что здесь, что около Бенилюкса, где Яблоневая аллея, все забито. Да, у нас идет хороший обмен книгами. Ну, так что-то обменом даже не пахнет. Просто, мне кажется, уже места уже нет. Мгм. Скарпость. Лене надо, да, носить книги? Давай закроем. Читает. Книжный домик. По книжке